Приветствовать вас, наши юные зрители! Сегодня вашему вниманию музейный урок на тему «Казахский орнамент». У каждого народа есть своя самобытная и неповторимая культура, элементами которой являются узоры и орнаменты. Каждому народу присущ свой орнаментальный стиль, и казахский узор можно легко отличить от рисунков других этносов. В орнаменте заложено представление древних народов об окружающей действительности и строении мира. Связывают орнаменты даже с магией. Древние люди верили, что нарисованные символы служат оберегами, и рисовали то, что, по их мнению, могло помочь им спасти их в повседневной жизни. Среди них встречаются очень редкие, пришедшие из давних времен. Казахский узор уникален, так же, как и любой другой. Искусство орнамента – это самостоятельный вид художественного творчества, который выражает мышление кочевых народов. Так вот, это мышление абстрактно, и в нем выявлено 4 структурных элемента. Например, круг, треугольник, S-образный элемент или завиток и крест. Эти основные вариации порождают сотни и сотни орнаментальных вариаций. Это и 4 времени года, и 4 стороны света. Орнаменты и узоры использовались повсюду. Например, на изделиях казахских кожевенников, которые пользовались большим рыночным спросом. Мастера Баянаульского и Кокчетавского регионов в мастерстве и шитье по коже не уступали бухарским и ташкентским мастерам. Оригинальная и неповторимая резьба по дереву также дополнялась орнаментом и росписью. Ювелирные украшения обязательно украшались орнаментом, как очень богатыми, так и лаконичными. Рождались орнаменты очень просто. Народ наблюдал за природой, за ночным небом и степью, за животными и птицами. Наверняка каждый из вас имеет привычку задуматься и рисовать ручкой произвольные линии. Именно так появляется орнамент. Давайте рассмотрим самые распространенные и простые. Балдак. Орнамент напоминает перевернутую ручку костыля. Применяли при росписи войлока. Отождествляется с балдаком подставка под руку в виде рогатки. Балта. Символ напоминает букву «Г» и отождествляется с топором. Мёр. Это равносторонний казахский орнамент, символизирующий стороны света. Канка напоминает хребет животного, использовался для украшения вязаных вещей и предметов обихода. Зооморфные узоры – это лошади, верблюды, соколы и бараны. Они оживали в узорах, а также их отдельные части тела – крылья, головы, рога, горбы. Растительности наши предки уделяли гораздо больше внимания. Растения служили пищей и лекарством, помогали выращивать скот. Легкие казахские орнаменты из цветов, листьев можно встретить на вышивках и росписи бытовой утвари. Смотря на небо, казахи зарисовывали увиденное. Так появились космогонические орнаменты. На одних звезды и луна, на других некоторые природные явления. Как и большинство древних народов, казахи обожествляли небо. Безупречная геометрия и симметрия привлекает глаз человека. Они запечатлели ее в предметах быта и интерьера, в украшениях и одежде. На основе геометрических форм составляли усложненные схемы. Рассматривая орнаментальные мотивы, вышитые на тускеизах, вытканные на баскурах, вытесненные на коже, вырезанные на предметах домашнего обихода и выгравированные на культовых сооружениях и памятниках, мы чувствуем тепло мозолистых рук, силу и энергию народных творцов. И находясь в юрте, ощущаешь необъяснимый релакс как для тела, так и для души. Это целый знакотканный мир, которым можно любоваться и восхищаться бесконечно. Дорогие ребята, берегите и храните то, что делали своими руками ваши бабушки и ваши прабабушки. Всего вам доброго, до новых встреч!